Салам. Меня зовут Кшиштоф Становский. Спасибо за приглашение. Бывает, что я сомневаюсь, стоит ли спрашивать динозавров, аксакалов, можем сказать, про будущее. Стоит их спрашивать про то, как нам себя вести, как должна планировать свое будущее молодежь. Не знаю, до какой степени стоит, но попробую поделиться опытом, который относится к Польше. Первый момент нашего опыта – это то, что на самом деле мы, граждане, имеем шанс, имеем возможность влиять на будущее нашей страны. Что от нашего поведения зависит будущее страны, зависит успех людей, зависит наша судьба. Я это очень сильно ощущал, когда я встречался с Анг Сан Су Чжи. В момент, когда она уже вышла из тюрьмы, в 2011 году мы задумывались над последними десятками лет Польши и Бирмы. Выборы в Польше и в Бирме были в похожие времена, 89-90 год. Мы победили 35%, они победили 80%. Тогда оппозиция в Бирме победила 80%. 25 лет позже Польша заканчивала президенцию в ЕС. Польша добилась сильных реформ. В Бирме они заканчивали выходить из тюрьмы. Оказалось, что победа не было достаточно для того, чтобы ввести изменения. Победа в выборах. Оказалось, что те же 25 лет могут вести и до огромного успеха, и экономического, и социального, и до ситуации, в якій страна погубляется в кризисе. С другой стороны, независимо от того, что мы реально можем повлиять на будущее, не все получается очень быстро. Дерево, дуб, его вырасти в 3 года, в 5 лет невозможно. Мы это очень сильно ощущали, мы, поляки, в 19 столетии. Когда Польша потеряла независимость. Потеряла независимость в конце 18 века. Поколение после поколения пыталось добиться независимости. Организовали восстания, организовали разнообразные движения, и не получалось. На самом деле поражений было очень много. Таких, как Голодомор в Украине, и таких, как 16-й год в Кыргызстане. Но каждое поколение передавало эту эстафету следующему поколению. Говорило, нам не получилось, но надо это продолжать. И добились независимости в 1918 году. Если бы эту цепь сорвать на одно поколение, не было бы возможности восстановления Польши. И это второе. Безусловно, надо готовиться на долгий путь. И когда мы хотим идти по долгим пути, есть третий урок, который очень полезен. Я сам относительно много пытаюсь кататься на яхтах, плавать на яхтах. И яхты, парусник, обучает того, что необходима команда. Показывает то, что один капитан, ни один моряк не сможет ничего. Что то, что есть необходимым, чтобы безопасно доплыть до порта, это прежде всего доверие друг другу, солидарность и готовность помогать один одному. И
в нашей социальной жизни. Кажется, что это тоже есть самым важным. В тот момент, когда есть сложная погода, когда нелегко, нету солнца, когда кажется, что только буря, в такой момент надо пытаться находить друзей, строить доверие, строить процедуры, для яких мы можем работать в сложное время. Наш корабль, наша яхта называлась «Солидарность». Благодаря тому, что люди разных поколений, разных вероисповеданий, разных профессий, люди разных культур были готовы вместе работать, чтобы добиться успеха, нам получилось реально изменить нашу жизнь. Нам получилось добиться того, что наши дети имеют намного более шансов, чем мы сами. И есть люди, которые говорят, что самым важным это то, что сельская школа в сельской местности может быть такого самого качества, как школа в городе с университетом. Этого невозможно построить поодиночке. Этого не можно купить за деньги. Это только можно получить, если люди возьмутся за руки и поймут, что может не завтра, может не через 3 недели, но получится. И получится так, что всем будет лучше, и что будем иметь более доверия друг для друга. Спасибо. Удачи.